ведущая, обаятельная Анастасия. Она учится готовить, но не по кулинарным книгам, а на практике. Через несколько минут к ней на эту уютную кухню придут гости. Обычно хозяйка угощает, а у нас все наоборот. Гости приходят, чтобы научить Анастасию готовить и угостить ее вкусным блюдом. Но это еще не все. Гостей в Анастасии всегда двое. Один готовит, а второй в отдельной комнате наблюдает и комментирует. Так что приготовьте блокноты и ручки записать рецепт. Обещаю, будет вкусно. Здравствуйте! Это программа «Вкусный мир» и я ее ведущая Анастасия Трегубова. С каждым днем наш вкусный мир становится все вкуснее и вкуснее, а наша кулинарная книга все интереснее. Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по вкусному миру национальных блюд. Моя сегодняшняя гостья Дина научит меня готовить популярное башкирское блюдо бешбармак. А наблюдать за процессом приготовления будет народный артист Республики Башкортостан Исмурат Ильбеков. Дине Мулагомаевой 28 лет. В Москву она приехала из Магнитогорска, там закончила школу и поступила в финансовый институт. Дина очень любит классические бальные танцы, которыми занимается с самого детства. К сожалению, график работы в банке не позволяет девушке всерьез заниматься любимым хобби. Время остается только на фитнес, ну и, конечно, на изучение кулинарных традиций башкирского народа. А в роли наблюдателя сегодня выступает знаменитый земляк Дины, кураист, народный артист Башкортостана Ишмурат Ильбаков. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Ой, а вы еще с девочкой такой замечательной. Вот мы приехали к вам. А с чем же вы пришли? Это все мне? Это вам всем да, подарки от нас. Ой, какая красота. А для чего? Это башкирские национальные мотивы, символ дома, чтобы как бы в доме был всегда уют, да, хранялся домашний очаг. Мы его сейчас здесь Да, повесим, чтобы она была. Вот Так, вы с Калинкой еще пришли? Да, мы пришли с калинкой. Это как бы башкир всегда делают пироги с калиной, с ягодами. Мы решили вас угостить калиной нашей пареной. Может быть, успеем даже пирожки напечь. Ой, спасибо большое. Сейчас я поздравлю. Мы вам поможем в этом деле. Так, а как же зовут такую красивую, очаровательную девушку? Даша? Наша Дарья, значит. Дарья. Дарья у нас это Дарья, это море. Дарья это много-много воды. И будет нам помогать. Дашенька. Да. У нас танцует. У нас как раз есть танец бишбармак. Если мы сварим бишбармак, кулламу, она танцует. Как раз лебедь, да, изображать будет. Ой, да. замечательно. А вы сыграете, да? Обязательно сыграем. Ой, замечательно. Ну что, тогда... Приступим? Да, вы знаете, у нас на столе мясо, поэтому все-таки, как мы все знаем, что мясо – это дело рук мужчины, поэтому я вам предложу остаться у нас на кухне. Да, тогда Дина и Дашенька, вы пока пройдите в комнату наблюдателя-эксперта, посмотрите, а мы с вами, Дина… Она поможет, да. Да, только для начала я вам предложу фарточек, у вас такие замечательные костюмы. Так, ну мы сегодня будем готовить бешбармак. Нам понадобится баранина. Конечно. Баранина. Самая важная часть. Да. Это бульон. Овощи, там мука у нас есть, творог. А вот Это не творог, Это не это творог, корот. это корот. ого, это что за курот? А, это сыр такой. Нет, это не сыр. Это корот. Когда прокиснет молоко, его кипятят и сливают в такую полотняный мешок. Все это стекает вода, и масса, которая остается, ее вот как раз и держат для того, чтобы, когда жирную пищу кушаешь, кислым разбавить. Курут очень много значит для башкирского народа. Он и целительница, он и хранительница домашнего очага. Вот наши башкирские воины еще древних времен, со времен еще Ивана Грозного, участвовали во всех войнах, которые вела Россия с зарубежными странами. И вот вместе с башкирскими лошадьми Курут всегда был в рюкзаке у воина. Он его достал сухой, засушенный, который его мать когда-то готовила, или жена, размочил в кипятке полевом, и все. И вот тебе и блюдо. Это в высушенном состоянии. Из него вот делают такие шарики и сушат. То есть это может всю зиму пролежать в сухом виде. Да. Вот когда это немножко бульоном разбавишь, оно становится в таком более мягком состоянии. Как хорошо, что вы все это привезли.
Давайте, пока мы еще не испачкали руки в мясе, Давайте. у нас же есть такой замечательный инструмент, который вы сегодня с собой принесли. И очень хочется послушать. Ага. Если вы не Ну, возражаете. Да, Настя, вот я действительно, вот это курай, башкирский народный инструмент, тростниковый, народный, музыкальный, духовой. А можно поближе посмотреть? Пожалуйста. Ага. Ой, какой легкий. Из тростника делали, да, вот он растет, по лесу идет, башкир, там прекрасной душе, он отрезал, там дырочку сделал, заиграл. Прекрасные древние мелодии. Вот Ой, ну такие. сыграйте уже, сыграйте. Журавля, да. Ноги сами в пляс идут. Ой, какая красота. Никогда такого не слышала. Ну что, давайте уже бишбармаку Давайте, она приступим. уже еще не скипела, что ли? Водичка уже вскипела. Водичка уже... Пока я играю, а вода уже готова. Да, вода уже готова. Мясо. Так, вот Давайте. мяско. Да. Так, сейчас Ножик. я дам ножи. Она вот так красиво. Так, А, ты мне поможешь тоже, да? ага. Конечно. Давай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Это что, это вы такое сказали сейчас? Это знаете, да поможет нам. начинаю по... Каждое дело начинается с этих слов. Это с этих слов начинается. А И переведите, тогда пожалуйста. Получается очень вкусно. Это Бог нам в помощь. Ага, понятно. А кто обычно готовит башкир? Мужчина или женщина? Женщины. Женщина. Вообще, как бы, если вы знаете мусульман по дому, всегда женщина покорная и молчаливая. А мужчины играют на курае и вкушают все это. Но сегодня, дорогие телезрители, у нас все по-другому. Во-первых, Ишмурат помогает девушкам разрезать мясо на куски, а во-вторых, чтобы так владеть кураем, ему понадобилось очень много потрудиться. Так что будем считать, что все справедливо. Вообще, бишбармак, от чего это пошло? Если вот дословно перевести, 5 пальцев. Биш – это 5, бармак – это по-башкирски как бы палец. Да? Раньше все это, эти блюда это ели руками. Как бы с этого все и пошло. Если еще дальше зайти в историю, да, вот почему татарская, башкирская, это ведь все очень близко. У нас и слова практически одинаковые, только И бишбармак произношение. тоже И татары бишбармак, но у них это Что? называется токмас. Бишбармак, татары У готовят. татар, по-моему, бишбармака нет. У них Почему? токмас, Потому это что как у кочевых лапша. народов только она есть. У казахов. Ага, Казахи, так, да, ну, у них значит, я больше перепутала. похоже. А, кстати, что означают вот такие орнаменты и для чего нужны монетки? Это же монеты, правильно я понимаю? Это монетки, да. Так, и для чего вот Ну, это для красоты. Раньше пришивались настоящие монеты, действительно, да, которые были. Сейчас это уже больше декоративный элемент. Незамужние девушки, они ходили с неприкрытыми, да, головами. То есть у них ничего не было на голове, косы, жилетки. Если девушка выходила замуж, ей одевали сразу головной убор, что означало, что она замужем, волосы у нее были прикрыты. И вообще народ богатырский у нас, башкирский. Мои деды, вот Динат уже забыл сказать, вот, все прожили больше 100 лет. Дедушка мой 104 года прожил. Но, естественно, они не выезжали за пределы деревни своей, вот, и вели здоровый образ жизни. Летом они выезжали на Желяу, вместе со всеми кибетками в деревнях оставались одни бабулечки, охраняли дома. А так они в этих юртах кочевали с одной горы на другую. Вот. Так, и поэтому очень сильный народ. И поэтому с древних времен и до сих пор наши воины идут за Россию матушку, силы свои отдают. И вот. Ух ты, как у нас много мяса.
Наверняка наваристый получится бульон. Красивый вкус. Что и требуется. Что давайте Да. уже приступим к тесту, чтобы побыстрее это Давайте. все с вами приготовить. Так, для этого нам понадобится большая чаша. Замечательная чашка. Так, Ножичек. Так, для теста нам... Не так. Не так? А как? Исмурат, покажите, как. Так, а сколько нам яиц понадобится? да парочку хватит. Ну, давайте, одно так, а другое Да. так. Исмурат. Посмотрим. Давайте, беру. Так, Две хватит, да? значит, нужно посолить. Давай. Мы же не Я делаем. буду смотреть. Когда, ну говорят же, вот, когда мужчина варит, эти ангелы с крыльями там помогают. Ну, мне нравится, когда женщина. Вот такой я первый раз слышу, что когда мужчина варит, то помогает ангел. Ну, вообще на Востоке основной мужчина. Мужчина вот на кухне. Они делают вот это и плов, и хулламу, и бишбарма. Все они. А женщины смотрят. Но вы наверняка уже пробовали тысячи блюд башкирской кухни. И вот все-таки скажите, вот исходя из опыта, кто лучше готовит? Это вот принципиальный вопрос. Женщина. Ага. Женщина Так. лучше готовит. Башкирские блюда не для тех, кто привык сидеть на диете. Кухня башкир богата жирным мясом, белком, крупами и мукой. Основные продукты – мясо, мука, крупа, молоко, яйца, картофель. Из мясных продуктов чаще используется баранина, молодая конина, говядина, домашняя птица. Мясо готовят преимущественно в отварном, тушеном и фаршированном виде. Отдельного разговора заслуживает сладкие блюда и выпечка. Десерты башкир очень разнообразны, однако в основе большинства лежит все то же тесто. А что мы будем потом делать из этого теста? Это тесто мы раскатываем. Когда мы его раскатаем такими большими лепешками тоненькими, должны подсушить, чтобы оно чуть-чуть подсохло. И после этого уже нарезаем квадратиками. Ну, тесто такое должно быть, оно в принципе, как если кому будет понятнее, как на пельмени, допустим, да? Суть такая же. Просто надо все делать с любовью, чтобы было вкусно. Так ведь? Правильно, с любовью. Вот мы наше тесто замесили, осталось его раскатать. Так, давайте. Давайте. А, кстати, я думаю, Пора что надо посолить. посолить, да? Пока вот наша Идет героиня... процесс. Да, за процесс я сыграю мелодию «Урал». Это мелодия «Урал», это у нас и эпос «Урал». Уралом все связано у нас. Южный Урал – это Башкирия. Скажем, вот нашему эпосу 4000 лет. Это там начинается от всемирный потоп, там рассказывается. Осталось только Янбике, Янбирде, вот это вот мужчина и женщина, от них потом эта вода отходит постепенно, об этом рассказывается. Потом у них двое сыновей, когда вода отошла, и они нашли себе жен себе нашли, и потом получилось башкирский Это как род, бы да. даже как произошли Уральские горы, Урал-Батыр, вот есть эпос целый. Да, вот как раз вот про Урал-Батыр я и говорю. И песня «Урал». У нас песня, все воспевается Уралу, потому что это, знаете, вот Урал. Этим сказано. 20 вариантов у нас есть вот народной мелодии. Я вот самую распространенную, самую сыграю для вас.
красота. А вот у меня есть еще к вам такой вопрос, который меня мучает все время. Какое же все-таки у башкир любимое блюдо? М? Самое любимое. Самое, да. Самое любимое бешбармак. Ну, племянница, конечно, она же видит, мы дома готовим, когда мы все собираемся на наши праздники, Курбан, Байрам. Самое главное блюдо – это бешбармак. Бешбармаку, конечно, плюс кумыс, настоящий наш башкирский. Вот. А так готовится хорошо, процесс приготовления, смотрю, все идет нормально. Да, очень даже рада, что молодое поколение продолжает наши традиции. Раньше ведь не было муки, не было теста, не катали этого ничего. Бешбармак, он подразумевался именно то, что варили мясо, много мяса, да? То есть баранина, конина, говядина. Все это именно вот делали домашнюю колбасу. Толтырма называется. Толтырма, это значит, вот эти вот кишки берут, да, ливер перекручивается. Ну, раньше рубили, не было же мясорубок. Все это наполняется, как вот полные кишки, да, толтырма. Казы, может быть, слышали. Казы, Рубленая это конина. конина. Да, очень вкусно. Она не вареная. Я пробовала. Она не- Вяленая. Да. Вяленая. Такое. Ой, я помню этот вкус. А вы с собой не взяли? нет? Взяли. Взяли. Сегодня наши гости отлично подготовились к визиту. Принесли с собой национальные сувениры, курот и конскую колбасу не забыли. Но, по-моему, это еще не все сюрпризы. Вот она вот такая. Это тоже для вас. Ой, какие вы молодцы. Ой, Ну, спасибо поцелуй. вам большое. Ну, Так, спасибо. спасибо. Кумыс, пожалуйста, Да, вот. да, да. О, кумыс. А, Вот. кстати, вот такая деревянная посуда. Это тоже традиционная башкирская? Да, Обязательно. конечно. Это же все делалось вручную именно. Вырезались. Есть берестяная посуда, да, из коры березы. Туиски делали, куда вот наливались вот эти вот все. И мед хранится. питейные, и мед в них хранился, Такие и вот сыпучие деревянные все. чучонки есть. Там это будабеш. У нас Так. вот Буда У нас тоже это есть такой. готово, теперь мы немножко подсушим. Так, ну что, нам тогда остается ждать, пока у нас немножечко подсохнет. Да, чуть-чуть подсохнет, чтобы ее легче было резать. И сколько по времени это стоит делать? И как понять, что она вот уже подсохла? Ну, до того вообще это состояния? делается обычно дома как? Вот пока первую пластину раскатали, положили, да? Катаем вторую, положили, третью. И вот мы вроде как бы третью пластину закончили катать, да? Первая у нас подсохла, мы ее уже режем. Ну, все, вот так, минут 15. Ну, я знаю, что вы такие запасливые, так хорошо подготовились, что вы принесли с собой, дабы не терять Это времени. Конечно, халма чтобы как беречь раз, ваше да. время. Да, вот посмотрите, вот это такие тоненькие ромбики. А знаете, раньше, вот, Раскатана такая лепешечка. когда мы вот не так резали квадратными там, ромбиками, раньше вот рвали вот так. Ага. Ну, кочевые же, когда вот у них вот появилось вот такое вот тесто, они рвали, они еще вкуснее бывают. Да, вот я хотела спросить, как вкуснее. Все-таки Вкуснее рвать. бывают. Уважительное как бы отношение к муке, к хлебу, и поэтому ножом считалось, что это пренебрежительное отношение. И хлеб, вот именно тесто рвали руками, кидали и вот такими кусочками. Это сейчас мы режем. Ну, смотрите, тогда вот лепешечка у нас порезана. К чему мы теперь приступим? Теперь мы приступим, да? Вообще, у нас, когда будет готово мясо, этот сам бульон, в нем мы будем варить вот, нашу лапшу, так скажем, да? Как красиво варится. Соль. Посолили. посолили. Мы А можно следим за попробовать, да? процессом. Да, попробуйте. Давайте, проконтролируйте нас. Так, сейчас скажете свое мнение. Мало. Мало? Вот почему я все время Мало. не досаливаю. Так, Так. еще немного. Ой, как вкусно будет. Итак, для башкирского бешбармака нам понадобится 1,5 килограмма бараньих ребер, репчатый лук, картофель и специи. Для теста полкилограмма муки, вода, 2 яйца и соль. Из бульона мы вытащили мясо. Какой загляденье, смотрите, вот вкусно. Так. Да. Я уже так бы все, конечно, съела, не дожидаясь. Я уже, да, тоже. Так, и что нам остается сделать? Теперь мы собрали сверху вот этот мясной навар, в котором слегка, так говорят, прокипятим лук. То есть не в самом бульоне, а именно вот в этом, он называется
тот лук. И когда будем раскладывать все по тарелкам, уже вот лук будем добавлять. Так, ну лук мы порезали. Да, мы лук мелко. подготовили. Сейчас нам надо сварить лапшу. Вот, бульон Так. кипит. Ох. Он должен кипеть Да, сильно, да, чтобы да. лапша у нас не слиплась. Ну, давайте. Давайте. Бисмиллахи рахман рахим. А то кушать охота, значит, Так, Нужно помешать? вот он кипит, мы добавляем и будем помешивать, конечно. да. Это все вываливай потом ложкой. Быстрее, Наверное, у что. нас будет много. Давай я Сейчас буду сами посмотрим. ложкой, я тебе помогу. Нам еще Давай. шурупы надо будет. Вдвоем. Давайте, наверное. конечно, веселее Ой. будет. Надо правую сторону крутить, чтобы... Чтобы все в правильную сторону, чтобы было. Но она же быстро сварится, да? Конечно. Это 5 минут, да, наверное? Все. Все, хватит. Мы сейчас прокипятим, у нас лапша будет готова. И чуть-чуть, прям буквально минутки 3 лук прокипятим. Сейчас лук у нас. Я быструю мелодию буду играть, чтобы она быстрее готовилась. Готово? Да. Давайте. Да, самое главное, чтобы лапша не развалилась. Все, уже готово. Ну что, под вашу замечательную музыку у нас все быстро приготовилось. Сейчас мы накрываем на стол, зовем Дину и Дашулю. Ура! Итак, дорогие телезрители, напоминаю вам основные этапы приготовления беш-бармака. Бросаем мясо в кипящую воду, солим и перчим. Пока мясо варится, готовим тесто. Разбиваем в миску 2 яйца. Также солим и перчим. Добавляем муку и воду. Замешиваем тесто, как на пельмени. Посыпаем стол мукой. Раскатываем скалкой тонкую лепешку. Оставляем чуть-чуть подсушиться. Делаем лапшу. Когда мясо сварится, вытаскиваем его из бульона. Варим в кипящем бульоне лапшу, непрерывно помешиваем. В отдельной кастрюльке в мясном наваре слегка кипятим мелко нарезанный репчатый лук. Подаем его к беш-бармаку отдельно. Перед подачей на стол мясо нарезаем на куски и посыпаем зеленью. Бульон подаем в пиалах. Да, получилось у нас замечательно. замечательно. Запах такой просто потрясающий. Самое время звать Дину с Дашей. Дина, Даша, Дина, к нашему готовый столу. бешбармак у нас. У нас есть танец бешбармак, да, вот у башкирского народа. Вот сейчас она и изобра. Дашенька, попробуешь? Вот сейчас ребенок обязательно скажет только правду. Понравится ей или нет. А что мы делаем? Стоит кушать? И этот вопрос наши ведущие слышат впервые. Больше никто и никогда не удивлялся тому обстоятельству, что на нашей кухне застолье проходит на ногах. Правда, и на фуршетах тоже приходится есть стоя. Да, попробуй стоя. Давай. Попробуй, ложечка. Попробуй только, попробуй. И скажи, нравится тебе или нет. Горячий? Ой, Аллах. А давай потихоньку. Так по многому. Попробуй. Это горячий, жирный бульон, поэтому горячий. Вкусно. Я? Вкусно? О, сейчас. Ну, спасибо. Как приятно, да? А то я- Из уст ребенка Ай, всегда. да. Конечно, и один момент. Вот молодец какая! Умница! Молодец. Вот так. Спасибо большое,
рада, что вы пришли ко мне в гости. Дина и Тимурат. И, конечно же, Дашеньке. Самое главное, что Дашеньке понравилось, а она не может нам не сказать правды. Ну и, как говорится, в нашей программе всегда приятного всем аппетита. А по-башкирски как будет? Ашығыз тәмле булһын. Бик dur рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз, байрам менән барыгызга. Это была программа «Вкусный мир». Программа не только вкусная, но и очень полезная. И я, Анастасия Трегубова, обещаю, наша следующая встреча будет такой же вкусной. Увидимся.